У нас сейчас все архитектурные бюро молодые, они работают в таком контексте. Они не проводят стандартные публичные слушания в здании какой-нибудь администрации, какого-нибудь села, города или поселка. Да? Они больше погружаются прямо вот в жителей. И это хороший рабочий инструмент. И тем более такие площадки, вот, например, в баре собрались, я вот сегодня сказала, бар — это не просто место, где люди там выпивают. Бар — это место культурного обмена. И очень классно, что современные городские жители сами себе устраивают такие места. Это пространство, где можно поговорить на любую тему. Можно читать стихи, можно обсуждать фильмы, можно делать выставки, а можно, извините, обсуждать серьезные документы. Мы с 2020 года, наверное, столкнулись с таким понятием, как мастер-план. Мастер-план в том числе носит публичный характер. Одной из больших частей мастер-плана – это как раз-таки исследование, комплексный анализ территорий, в котором из них таким большим пластом, третьим пунктом стоит это обсуждение с экспертами, обсуждение с жителями, стейкхолдерами, заинтересованными лицами, со всеми, и это необходимо. Это, получается, та работа, которую необходимо проводить сейчас, чтобы проект потом зажил. Задача именно привлечь людей, услышать людей, их запросы, их чаяния. Важно все-таки принимать решения какие-то сбалансированные, которые удовлетворяют какую-то определенную категорию людей. Вот. У нас сейчас очень много принимается мастер-планов городом. Мы, даже специалисты, вот мы, градостроители, эксперты, да, не знаем, сколько мастер-планов городом принято, утверждено. Мы не знаем общие параметры принятия таких решений. Вот. Поэтому хочется, чтобы аналитики просто больше внимания уделяли. Вот этот Константин, он рванул рилсами, да, то есть доходчивым языком для людей, когда очень четко раскладывает аналитику. То, что мы у себя представляем в голове, это одна картинка, а цифры, они показывают более реальные вещи. Поэтому мы можем ошибаться в своем восприятии. Изначально было просто личное желание для исследовательского, так скажем, разума, да? Разобраться, насколько быстрее город, насколько нам еще ждать там больше асфальтированных дорог, насколько будет большая нагрузка в будущем и в школы, и для наших детей, ну и прийти к истине, ну и делиться с жителями, с общественностью. Приходите на наши паблик-толки, мы будем их проводить, просто следите за новостями на Центре компетенции «Лето Якутия», мое агентство частное, Эгея Коллектив. Приходите, мы всегда рады.